деревня, в конце концов. На конечной остановке маршрута номер 20 состоялся согласованный митинг. Жители микрорайона Марха в Якутске высказались против свинокомплекса «Сибирь», из-за работы которого, со слов жителей, пахнет даже в квартирах ближайших домов. Я понимаю все, да, что программы производственные и так далее, но дело в том, что здесь-то живут люди. Я понимаю, что 500 метров это санитарная норма, но это городская уже черта. Это же не поселок, это же не деревня, в конце концов. Это город. Его свиноферма находится прямо среди населенного пункта. А сколько еще новых участков выделено рядом? Всего свинофермой не счесть. Опять же новым хозяевам этих участков жить в смраде рядом со свинофермой. И однозначно мы говорим, мы за перенос свинофермы «Сибирь» и в Кабохино. Только тогда мы можем жить нормально, дышать свежим воздухом, а не дышать вонью от свинофермы и жить с мухами. Пусть власть держащие, у которых ресурсы финансовые, политические, территориальные, возьмут эту ситуацию в свои руки и решат эту проблему с плюсом для жителей микрорайонов и с плюсом для бизнеса. Вы согласны? Да. У них есть эти ресурсы. Да, правильно. У них эти ресурсы есть. Вы с этим согласны? Да. Надо решать спокойно. Владелец свинокомплекса «Сибирь» Владимир Кабохин пояснил, что проведены все работы по дополнительному очищению здания фермы и прилегающей территории с целью уменьшения зловонного запаха. Что предписания, замечания контролирующих органов выполнены и находятся в стадии выполнения в соответствии с установленными сроками исполнения. Последние предписания проверяют меня каждый день или через день. Планируем все работы по предписаниям выполнить до 1 октября 2018 года. И надеемся, что жалобы закончатся. Так мы хотим. Мы тоже не хотим. Запахи есть, но мы хотим, чтобы их не было. Вот. Инициативная группа мархинцев уже не первый год бьется против плохо пахнущего объекта. Граждане отправили в Генпрокуратуру Российской Федерации толстую папку бумаг. Позиция жителей микрорайона неизменна. Они за то, чтобы местоположение фермы было перенесено. Жители уверены, что Кабохин производит слив жизнедеятельности поросят в одно из ближайших озер, ведь на самом деле от этого озера исходит зловещая вонь. Территория, на которой находится водоем, принадлежит городскому округу город Якутск. Запах от озера действительно едкий, но он сильно отличается от свиного. Кабохин Владимир готов засыпать озеро совместными усилиями. Здесь тухлый запах тины, болота, вот такой вот. Но жильцам это не объяснишь. Я сам откачаю без администрации города, откачаю сам. Засыпать песком без согласования я боюсь, а откачать откачаю. И думаю, где-то вот как я наметил, и у меня предписание в основном до 1 октября, я до этого, то есть до морозов, я это все планирую убрать. По факту мы увидели, что на ферме работает биокомплекс, который разделяет навоз на твердую и жидкую фракции. Отметим, что хозяйство приобрело биокомплекс для переработки на средства гранта и субсидию на развитие животноводчества, выделенные окружной администрацией города Якутска. Для вывоза жидкой фракции навоза в предприятии имеется фекальная машина. С водоканалом заключен договор на прием жидких фекалий. По данным водоканала, с мая 2017 по май 2018 года свинокомплекс произвел слив жидких фракций общим объемом 5180 кубометров в сливную станцию на улице 50 лет Советской армии. 10 и 9, вот, которые жалуются в основном, значит, они находятся точно 690 метров. Норма 500 метров. Норма 500 метров. Те вот, которые со стороны здесь, я согласен, что здесь роза ветров получается в ту сторону иногда. Та сторона, вот где соты жалуются, в ту сторону ветер почти не дует. В ту сторону, вот в сторону Тулагина. Вот, это уже как-то предвзято получается. Здесь, когда мы поселились, когда мы начали строиться, значит, здесь не было вообще, кроме вот старых домов в поселках, ничего не было, никаких дач, никаких строений. Вот. Усиленно начало раздаваться после того, как 300 гектар
сельскохозяйственного назначения раздали под строительство дач и ЖСК. Вот и теперь идет огромное большое строительство туда, за моей свинофермой, в сторону Тулагина и Жатая. Запахи бывают, но не такие страшные. Это идет кампания выжить нас с этого предприятия. Практически закрыть. В настоящее время эксплуатация свинокомплекса ведется с соблюдением всех санитарно-ветеринарных норм. На 1 января 2018 года поголовье свиней составляет 4585 голов. На это, вот я говорю, на этом месте мы 23 года будет в декабре. Создавать очень трудно, долго и практически редко кто его создает. Это надо иметь породистых матку и хряка и получить от них породистых поросят. У нас как раз это все соответствует племенному. Мы каждый год отчитываемся, квартально, кажется, отчитываемся. Очень сложная отчетность. Племенное, что мы соответствуем стандарту разведения свиней. Стандарту разведения свиней. А меня, как вы слышали, говорят, что надо закрыть и прочее. А я состою в московском, то есть в Российской Федерации реестре по племенному делу. И состою еще в Союзе свиноводов России. Там всего около 86, кажется, предприятий. Я там состою. Мы продаем населению, мы и хатасы продаем населению, базовым хозяйствам. Очень много у нас берут Мелько-Галацкий, Усть-Алданский, Намский. Возили сами, мы в этом году мало, всего возили в Амгинский и в Намский улус поросят на своей машине. Что у меня самое вкусное мясо, значит, мы сейчас торгуем в основном торгуем только этим парным охлажденным мясом. Больше никто не торгует. Все торгуют заморозку. Таких свиней нет. В сложившейся ситуации вокруг свинокомплекса «Сибирь» постарались разобраться городские власти в лице исполняющего обязанности главы города Якутска Дмитрия Садовникова и депутатов Якутской городской думы. Глава крестьянского хозяйства Владимир Кабохин объяснил, что запах доносится до жилых домов не постоянно, а при определенном направлении ветра. Он подчеркнул, что за все 23 года работы хозяйства нареканий от жителей Мархи не было, как и стока фекалий с дождевыми или талыми водами, в котором его обвиняют. Дмитрий Садовников лично убедился, что работники очистили и подсыпали территорию свинокомплекса, где складируется переработанный в удобрение навоз. И сегодня мы видим, что, конечно, тут работа части крестьянского хозяйства. Я думаю, что и здесь компетентные органы разберутся. Просто я считаю, что здесь немножко погода политическая для некоторых партий дает плюс для разного рода инсинуаций. Ну и, конечно же, в то же время, если есть, конечно, такие сигналы, где действительно люди страдают, то тут, я думаю, что органы сделают вывод, и отсюда будет исходить дальнейшая судьба работы свинофермы и в целом хозяйства. Но я думаю, что тут, на самом деле, я считаю, что местного производителя надо поддерживать. И, конечно же, если есть проблемы, то совместно решать эти проблемы. Проблемы совместными усилиями. Руководитель города в сопровождении депутатов, представителей администрации Мархи и контролирующих органов окружной администрации, жилищно-коммунальных служб и управляющих компаний провел объезд по проблемным точкам в Мархе. В начале объезда Дмитрий Садовников сделал контрольную остановку на улице Олега Кошевого, 71. Жители соседних домов неоднократно подавали жалобы на строительную организацию, имеющую рядом производственную базу. Суть претензий – неубранные завалы строительного мусора и едкая пыль при загрузке бетоносмесительной установки. Владелец оправдывался тем, что установка запускается раз в неделю на 20 минут, и пыль к домам приносит только попутный ветер. Ему предписано учесть розу ветров при бетонных работах и убрать мусор до 9 августа, когда истекает срок предупреждения, вынесенного административной комиссией. Это производственная база, 30 лет был автодор здесь. Производственной базы вчера не было, 30 лет это было здесь. Но сейчас подумали, что люди здесь какой-то цемент мешают, да?
Объезд продолжился по санитарным точкам и завершился у многоквартирных домов на 2-м километре Маганского тракта, который обслуживает управляющая компания «Гефест». Мусорные баки здесь переполнены и не отвечают санитарным требованиям. Представитель управляющей компании пояснил, что мусор вывозится через день, а проблему он видит в том, что это единственная санитарная точка на все дома, которые пользуются в том числе и частный сектор. Если у тебя будет такое же состояние, да, такое же состояние, будем уже работать в части того, чтобы тут провести, тут пришел либо Прометей, либо Солидарность, либо кто-то там. Более никто не полезет. Вот его нужно беречь. Да? Договор заключил на вывоз мусора. Иногда против шерсти. С завтрашнего дня они приступают работать. И все. А сегодня кто у вас вывозит? Сегодня ИПшник, там, фамилию сейчас не помню. Вот ИПшник, тем более ИПшник, он с первого окрика должен был прийти. В части работы управляющей компании, то, конечно, тут есть вопросы больше, конечно, в работе этих управляющих компаний. Конечно, они все ссылаются на то, что идут не хронические неплатежи в виде больших объемов со стороны населения и потребителей. И если эта картина будет сохраняться, конечно, мы будем инициировать совместно с жителями по смене обслуживающей организации. Санитарное состояние города не должно быть головной болью только лишь одной окружной администрации. Предприятия и организации также в ответе за чистоту, а жители должны контролировать свои управляющие компании. И только совместными усилиями можно решить эту проблему и сделать Якутск чистой столицей. 9 сентября пройдут выборы главы Республики Саха-Якутия и депутатов Государственного собрания республики. В этот день все избиратели смогут легко проголосовать там, где они находятся, на любом избирательном участке в пределах своего региона. Нужно только заранее подать на удобном для вас участке заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Как это сделать? Выбирайте. С 25 июля по 5 сентября в любом многофункциональном центре «Мои документы», в любой территориальной избирательной комиссии или через единый портал госуслуг. А с 29 августа по 5 сентября в любой участковой избирательной комиссии. Есть вопросы? Звоните. Целый месяц ярмарка сельхозпродукции от крестьянского хозяйства М. Местные арбузы, дыни, кукуруза и более 20 видов овощных культур. 13-й километр Намского тракта. Получи витаминный заряд под конец уходящего лета.